Добрый день. В тот раз вы давали домашнее задание, вот я хочу вам Добрый сфотографировать, отправить. Примерно так пойдет или нет? Как это можно сделать? Ну, домашнее задание давала вам Надежда Моисеевна, правильно? Для чего? Для того, чтобы вы самостоятельно выполняли. Мы сейчас точно не в школе, Ну да, оценки конечно. ставить не Просто, будем. ну, в том Если, смысле, посмотреть, правильно или нет. ну, да, в конце, наверное, и тут Надежда Моисеевна должна была бы вам ответить на вопрос. Я думаю, в следующий раз можем, или в конце, когда вопросы-ответы, давайте так сделаем. Хорошо? Хорошо, спасибо. Сейчас настроимся на работу. Ну что, коллеги, добрый день. Рада всех приветствовать в онлайн-эфире. Если меня слышно, видно, и вообще давайте поздороваемся, помашем друг другу, поставим какие-то значки, да. Можем в чате написать, и было бы неплохо указать ваши фамилии, имя, отчество, телефоны, электронные почты для обратной связи, какую организацию вы представляете. Будем настраиваться на сегодняшнюю встречу с вами. Это уже у нас, приветствуем, это уже у нас третий эфир. Будет еще в следующий четверг. Сегодня у нас тема «От идеи до проекта. Календарный план. Организация. Заявитель». И мы помним, да, что мы с вами сейчас разрабатываем проекты не только на конкурс грантов главы, но этот вебинар вы смело можете, эту информацию можете использовать или для разработки проекта на конкурс Фонда президентских грантов. У нас получается в этом году такое совпадение. Хорошо это или плохо вам судить. И давайте еще приветствую Горный вуз.
Хорошо, если напишите, какой район вы представляете, чтобы было понятно, какая география. И организация тоже было бы понятно, а тогда какие примеры мы могли бы, да, сегодня рассмотреть при разработке календарного плана. Сегодня в эфир я выхожу к вам с Иркутской области, и здесь от Иркутска далековато, поэтому может так случиться, что интернет будет медленный, и тогда меня, Вешникову Ольгу, генерального директора Единого ресурсного центра, заменит наш эксперт Сардана Григорьева. Так что не пугайтесь, если вдруг я исчезаю с эфира, тогда нас сразу же заменят, меня сразу же заменят. Ну, еще я бы хотела сказать о том, что у нас произошли нововведения. Это органы юстиции, Минюст принял решение о том, чтобы внести изменения в отчетность. Поэтому я бы хотела сегодня, отчетность у нас уже близко, да, некоммерческих организаций, которые предоставляют в органы юстиции. Поэтому сейчас, пока мы с вами все друг с друг другом знакомимся, машем друг другу рукой, я бы хотела, Леонид, чтобы вы поставили презентацию Вячеслава Идреева. И сейчас в эфир выйдет Вячеслав специально для того, чтобы рассказать о нововведениях. Будьте очень внимательны, потому что кому-то из ваших организаций нужно будет предоставить отчет не до 15 апреля, а раньше. И об этом эта информация, не знаю, может быть, для кого-то она покажется очень даже свежей и актуальной. Возьмите, пожалуйста, на заметку, чтобы у нас с вами не было никаких нарушений в предоставлении отчетности. Да? Передаю слово Вячеславу Идрееву, наш юрист-консультант Единого ресурсного центра. Здравствуйте. Здравствуйте, Ольга Анатольевна, уважаемые участники вебинара. Переходим к теме, ну, то есть перед основной темой мы хотели бы в 2 словах пройтись по теме отчетность некоммерческих организаций в Министерство юстиции. Я имею в виду министерство, которое у нас в республике, оно называется Управление Министерства юстиции России по Республике Саха-Якутия. Вкратце я буду просто называть его Минюст или Минюст России и так далее. Но имейте в виду, что я имею в виду про управление, которое находится в республике, а именно город Якутск, улица Амосова, 18. Все, наверное, знаете, уже не раз давали свои отчеты. Вот. Напоминаю о том, что необходимо сдавать свои отчеты ежегодно. Вот. И сразу же, наверное, предупредю об ответственности, что непредставление или несвоевременное представление в управлении, то есть Минюст, отчета, либо в неполном объеме предоставления отчета, в искаженном виде предоставления отчета, влечет административную ответственность, а именно по статье 19.7 Кодекса об административных правонарушениях, КоАП. Вот. Теперь переходим непосредственно к отчетам. Что сдавать в Министерство юстиции? То есть вы не должны заполнять все существующие формы, утвержденные формы отчетов некоммерческих организаций. Например, некоммерческие организации, не являющиеся общественными объединениями, это те некоммерческие организации, которые не являются общественными, в первую очередь, организациями и движениями. ТОСы тоже туда входят. Ну, например, это у нас фонды, ОНО, частные учреждения, ассоциации. Вот эти вот основные, самые распространенные формы, которые не являются общественными объединениями. Они сдают отчетность, если в общем порядке, они сдают отчетность ОН 301 и ОН 302. Это отчет о деятельности некоммерческих организаций и о персональном составе, а также отчет о целях расходования денежных средств. Но для них имеется упрощенный порядок предоставления отчетности. Это
нужно соответствовать 3 условиям. Во-первых, среди учредителей, членов и участников этих некоммерческих организаций должны отсутствовать иностранные граждане, лица без гражданства, иностранные организации. Во-вторых, за прошлый год не должно быть никаких поступлений от этих иностранных источников. И третье условие – это за прошлый год некоммерческие организации получили в общем поступлении денежных средств и имущества не более 3 миллионов рублей. Источник даже российский, если является. Ну, то есть является российский источник, но не более 3 миллионов рублей. Тогда вы сдаете отчет в упрощенном порядке. Это информация о продолжении деятельности и соответствие вышеперечисленным условиям. Остальные некоммерческие организации, общественные объединения, которые в первую очередь это общественные организации, общественные движения, имеют специальный порядок, то есть у них не существует никакого упрощенного порядка, они в любом случае должны сдавать следующие отчеты. Это информацию о продолжении деятельности общественной организации либо движения, в том числе ТОС к ним относятся, и отчет по форме ОН 203. Это отчет называется «Отчет об объеме денежных средств и иного имущества, полученных от иностранных источников», если вкратце я его так называю. Вот. Далее. Дополнительные отчеты имеют благотворительные организации. Благотворительные организации имеют дополнительный отчет по благотворительным программам, по их благотворительной деятельности. Поэтому они предоставляют дополнительные, помимо того, что они предоставляют в общем порядке, либо в специальном порядке свои отчеты, они предоставляют еще и дополнительный отчет по благотворительной деятельности. И здесь уже срок будет совершенно другой. Этот отчет по благотворительной деятельности нужно сдавать Министерству юстиции до 31 марта ежегодно. Потом дополнительный отчет имеют некоммерческие организации, те же благотворительные организации, которые используют ящики, благотворительные ящики. Ящики для сбора благотворительных пожертвований. Они обязаны будут публиковать дополнительный отчет об использовании собранных пожертвований. Следующий слайд. Перейдем к срокам и по нововведениям по отчетности некоммерческих организаций. В общем порядке сроки следующие. С 1 января по 15 апреля вы обязаны сдать отчет, который я вот в первом слайде рассказывал, отчетность, за прошлый год. Любая некоммерческая организация обязана сдать свой отчет в Министерство юстиции. Мы говорим сейчас только про отчетность в Министерство юстиции. Вот. Сейчас действует на данный момент форма отчетности, утвержденные приказом Министерства юстиции России от 16 августа 2018 года за номером 170. В него, кстати, были в прошлом году внесены изменения от 28 июня 2021 года. То есть прошлым летом в те формы были внесены дополнительные, ну, то есть изменения, и формы изменились. Вот. И по этим формам с 1 января по 1 марта они еще действуют. Но с 1 марта начнут действовать уже другие формы, которые утверждены приказом Министерства юстиции России от 30 сентября 2021 года за номером 185. Но они вступят в силу с 1 марта 2022 года, то есть в этом году с 1 марта. Получается, если вы будете сдавать документы после 1 марта, обратите внимание на то, что формы изменятся,
И с 1 марта вы будете уже обязаны будете сдавать отчеты по новым формам. Кстати, на следующей неделе, наверное, в четверг, мы пригласим представителя Министерства юстиции, который расскажет об отчетности более подробно. И расскажет, кстати, по вот этому 185 закону, какие, возможно, изменения произошли. Так, ну на этом все. Следующий слайд. Вот, как отчитываться. Вы можете сдавать отчеты на специальном портале, многие, наверное, его знают, по этому пути unro.minjust.ru. Тем не менее, проверив формы отчетов, которые размещены на специальном портале, оказалось, что они еще устаревшие. Как я говорил, летом прошлого года изменились формы отчетности. Тем не менее, в специальном портале, они еще не были устранены. То есть там еще устаревшие формы указаны. Вот. Помимо этого нужно предоставить отчетность и разместить ее в интернете или передать средствам массовой информации для опубликования. Эта обязанность указана в приказе Министерства юстиции от 252 от 7 октября 2010 года. Но если вы будете подавать документы, предоставлять отчетность через вот этот специальный портал, то вы сразу же все обязанности именно вот по предоставлению отдельно размещения ее в интернете либо передачи в средства массовой информации, вы будете ее исполнять. Вот. По поводу устаревших форм. Но, скорее всего, Минюсту России уже направлен был запрос. Минюсту России, имею в виду уже в городе Москва, скорее всего, был направлен запрос по этому вопросу, почему там устаревшие, что быть и что делать. На мой взгляд, раз никаких специальных или объявлений от Министерства юстиции не было, то я предлагаю все равно сдавать через специальный портал, у кого есть такая возможность. Тем более, что вы сразу предоставите отчетность и разместите ее в интернете, либо передадите средствам массовой информации. Тем не менее, на следующей неделе, возможно, представитель Министерства юстиции пояснит этот вопрос по поводу устаревших форм. На этом у меня все. Возвращаю слово обратно Ольге Анатольевне. Да, Вячеслав, спасибо большое. Я надеюсь, наши коллеги сегодня приняли к сведению информацию, и мы об этом узнали тоже не просто так. У нас есть летучки ресурсных центров страны. Эти летучки проводит центр Грани, Пермь. И вот буквально неделю назад выходили юристы за гражданское общество, представители Минэкономразвития Российской Федерации и говорили о том, что да, вот такие интересные нововведения, как нам ориентироваться. Мы тоже задавали эти вопросы, где взять новые формы и так далее. Специально для того, чтобы ответить на вопросы, которые у вас сегодня возникли, но они у нас тоже в головах сидят, эти вопросы, мы в следующий четверг в это же время пригласим, Вячеслав, я думаю, надо в 11 часов, чтобы не запутался никто, да, пригласили представителей управления по Республике Саха-Якутия Минюста Российской Федерации. И совместно с Вячеславом, да, непонятно, нам тоже непонятно, поэтому давайте мы, время есть еще, но, видите, благотворительные организации до 31 марта должны предоставить отчетность. А информация об этом мы до конца не владеем. И по формам тоже. Давайте мы будем, значит, держать руку на пульсе, это мониторить, и на следующей неделе, я думаю, разъяснения все будут. И Минюст тоже прикрепит все-таки новые формы. Вот, ну давайте переходить к нашей теме. Следующий слайд, и мы сейчас быстренько прокрутим те слайды для того, чтобы напомнить. Это про гранты главы.
нужно понимать, что у нас всего 30 календарных дней. Следующий слайд. И помним, что электронная подача заявок, да, помним, какие документы нам необходимо прикрепить. И здесь я бы хотела сказать, что вот доверенность при необходимости, копия устава и форма заявления, которая в конце желательно выгрузку сделать непосредственно с портала, потому что в прошлом году форма заявления люди брали с приказа, и она была в Word, и это было немножко, ну, как сказать, чуть-чуть там отличались, ну, по крайней мере, внешне точно, и лучше взять форму заявления, которая прикреплена в самом последнем разделе «Подача заявки». И хочу обратить внимание на возможность доработки заявки на первичном этапе. Это то, чем занимаемся сейчас мы, и онлайн-оффлайн. Вся команда Единого ресурсного центра над этим сейчас трудится. И раньше в течение 5-дневного срока при получении на электронную почту запроса о доработке вашей заявки вам необходимо было доработанную заявку отправить. Теперь нет, вы можете это сделать прямо до конца подачи заявки, до окончания конкурса, но я хочу обратить внимание, что это можно сделать один раз. У нас уже лежат заявки, которые мы отправили на доработку. Кстати, из-за того, что копия устава прикреплена таким образом, что половину листа мы прочитать не можем, а по методическим рекомендациям и по указу главы о, значит, проведении конкурса мы не имеем права мы отправляем на доработку. И вот уже уважаемый заявитель доработал таким образом, что он не устранил, как была копия неверно прикреплена и не визибельно, не читабельно, так и оставил. Мы отправляем эту заявку в уполномоченный орган Министерства по делам молодежи и социальным коммуникациям с предложением к отклонению. Так что будьте, пожалуйста, внимательны и не думайте, что можно будет вот эту вашу заявку дорабатывать много раз. Только один шанс вам дается, используйте, лучше позвоните. И как раз, когда отправляется на доработку, позвоните нам, позвоните в уполномоченный орган, техподдержку и так далее. Вам придет прямо такой пункт, в связи с чем ваша заявка отправлена на доработку. Будьте, пожалуйста, очень внимательны. Очень обидно, если хороший проект, а из-за копии устава он у нас не улетает даже до экспертизы. Следующий слайд. Это вот прямо вам говорю, здесь и сейчас мы уже начали проверку, и видно, что все хорошо, но чего-то не хватает. Еще хочу обратить внимание, что окончание приема заявки, и мы в уполномоченный орган сегодня, лично я позвонила, происходит до 2 марта до 23:30, ни до 12 ночи. Это, значит, есть в конкурсной документации. Пометьте себе, пожалуйста, тоже и проверьте себя несколько раз, да. И начало реализации проекта будет с 1 июня. И окончание проекта, кто уже заполняет календарный план, вы увидите, что вас пускают только до 1 июня 2023 года. Кстати, сейчас в чат давайте напишем, коллеги, кто из вас уже дошел до раздела «Календарный план». Поставьте плюсик или единичку, и я буду понимать, что вы разрабатываете проект, и вы уже заполнили, ну, там, кто как, на сколько процентов, это сложно сказать, а кто дошел до календарного плана, поставьте, пожалуйста, плюсик. И рекомендуем подать заявку заранее. Если вы подадите заявку 1 марта, то уже на доработку мы вам наверняка не сможем отправить. Не наверняка, а точно не отправим, и шансов у вас доработать или что-то исправить не будет. Следующий слайд. Давайте еще вспомним о том, что у нас появляются ключевые контрольные точки. Они будут установлены, это может быть кто-то недопонял или кто-то еще не принимал участие в
конкурсе фонда президентских грантов и не выигрывал, это исключительно относится к мероприятиям проекта. То есть, когда вы победите и когда вы будете подписывать договор с уполномоченным органом, вас попросят сформировать календарный план таким образом, чтобы появились ключевые контрольные точки, которые включают в себя мероприятия, задача, мероприятия, сроки и качественные, количественные результаты. И фонд президентских грантов просит даже сократить, минимизировать, объединить. Если у нас было 25 мероприятий, то когда мы формируем ключевые контрольные точки в случае победы в фонде президентских грантов, у нас мероприятия сокращаются, чем меньше, тем лучше, и просят, насколько я помню, не больше 3-4 на одну ключевую контрольную точку мероприятий. Поэтому, в смысле, по одному направлению, по одному этапу, второму и третьему. Будет разбиваться еще на этап. Вот. И помним, да, что обязательный показатель у нас есть не менее 50 человек. Следующий слайд. И вас просто система не пустит, если вы будете ставить 48, вас просто не пустит система дальше и не будет показывать, что вы 100% заполнили этот раздел. И вот про отклонение я уже говорила, да. Еще из-за чего может быть отклонена ваша заявка? Из-за отсутствия вида деятельности в уставе участника конкурса. Проверьте еще раз, откройте свой устав, и мне на экспертизу прилетали уже проекты, где я конкретно говорю, что это некоммерческая организация, не может заявляться по этому направлению и реализовывать этот проект, потому что видов деятельности, это не акведы, еще раз говорю, это цели, задачи, предметы деятельности, виды деятельности. Не указано, например, всесторонняя поддержка престарелых граждан. Вот нету этого направления. Там есть молодежь, там есть дети, там есть культура, там есть спорт массовый и так далее. Но если нету у вас так или иначе работы и взаимодействия с серебряными волонтерами, престарелыми гражданами, одиноко проживающими престарелыми людьми, людьми с инвалидностью, а вы пишете проект по этому направлению, то значит вас уже на стадии проверки мы предложим, уполномоченный орган может вас не допустить. И следующий слайд, 5-дневный срок, я уже сказала. Значит, вспоминаем, что такое вообще календарный план-то у нас для чего? Мы без календарного плана с вами никак не сможем действовать. Почему? Потому что социальный проект – это комплекс действий и мероприятий, направленных на достижение цели, получение заранее запланированных результатов для изменения существующей социальной проблемы. Все-таки это комплекс действий и мероприятий, да, и давайте мы не будем с вами об этом забывать. Вот я сейчас посмотрю в чате, у нас плюсиков всего, я вижу 3 сейчас плюсика. А остальные не дошли, да, до календарного плана, правильно я понимаю? Или еще он у вас где-то виртуальный, или на бумаге и так далее. Ну хорошо, может быть и хорошо, что с чистого листа. Но я хочу следующий слайд все-таки, знаете, о чем вас попросить. Хорошо, когда проект, вот мы, например, когда разрабатываем, еще есть один пользователь, у которого есть плюсик, поздравляю. Смотрите, хорошо где-то на флипчарте, вообще на ватмане, на большой бумаге ваш проект как-то схематично изложить. Почему? Потому что мы, когда начинаем о проекте, да, потом мы переходим к организации, потом мы заполняем руководитель, потом команда. И это все у нас за здравие, все хорошо, но подошли к календарному плану, прошло 2-3 недельки, уже забылось, что мы там писали о проекте, и вообще на задачи смотрим как на новые ворота. Начинаем разрабатывать календарный план, и там у нас уже, извините, вообще идет нестыковка ни с целями, ни с задачами, ни с целевыми группами и так далее. Просто начинаем вбивать мероприятия, которые нам сейчас пришли в голову. И тогда тот критерий, который эксперт будет оценивать, логическая связанность проекта, он может пострадать и могут поставить низкий балл.
все-таки наши, не забываем, да, и об этом Надежда Моисеевна говорила в прошлый четверг, проект у нас направлен на достижение цели. Не забываем. Следующий слайд. И сейчас я попрошу вас, пока мы вспоминаем, что такое цель, написать, сколько в вашем проекте, ну уж о проекте-то вы уже запомнили, я думаю, целей. Сколько в вашем проекте целей? 1, 2, 3, 4, 5. Напишите циферки, и будет понятно. И мы с вами друг друга проверим, сколько же целей должно быть в проекте. Значит, цель проекта, не забываем, вспоминаем, что это решение проблемы. Нет проблемы, нет проекта. Да? И цель проекта, она всегда измерима, она достижима и конкретна. И хорошо, может быть, цель вообще, у некоторых цель это и название. Например, значит, повышение профессионального уровня психологов в сфере, например, в социальной сфере. Может быть так. Это может быть и цель, и название. Да? Сейчас посмотрим в чате. 2 цели у кого-то, 1 общая, хорошо, 1. Но чаще всего, и мы, следующий слайд, и мы все-таки, и фонд президентских грантов говорит о том, что идеально, когда цель 1. Но проект может быть большой, проект может быть какой-то у нас многофункциональный. С одной стороны, он направлен на содействие в развитии, с другой стороны, он направлен на привлечение, информационная кампания нужна и так далее, на привлечение целевых групп. Но тогда это допустимо. Нет такой догмы, что только 1 цель. Но я считаю, что проект, если он на год, что мы с вами достигнуть сможем 1 цель. И хорошо, если мы ее достигнем. И вот фонд президентских грантов предлагает все-таки, что задачи должны быть конкретные, решаемые, и не более 5 задач. Ну хорошо, а давайте мы в чате сейчас укажем, сколько же у вас задач получилось в проекте. И это очень важно. Это я спрашиваю не потому, что мне это интересно или мне нечем заняться. Это я спрашиваю вас для того, чтобы вы определили при разработке количество вообще мероприятий. Вы должны видеть на берегу, сколько у вас задач. Значит, определили цель. Но если так нужно, это может быть и 2 цели. Не более 5 задач предлагает фонд президентских грантов. Мой вариант вот 3-4. Почему? Опять же, если проект, почему фонд президентских грантов предлагает не более 5 задач? Во-первых, сроки там до 1,5 лет проекты. Во-вторых, есть такое направление для ресурсных центров, да, которое долгосрочный проект, и не только для ресурсных центров. То есть проект может там длиться до 3 лет. Ну тогда, конечно, 5 задач мы с вами решим в течение 3 лет, но давайте мы подумаем здесь и сейчас, а мы сможем с вами решить 5 задач, вот прямо под ключ, закрыть эти задачи, уже нет проблем, всем содействовали, помогли, развили, привлекли и так далее до 1 июня 2023 года. Значит, задача – это составляющая цели, которая решает конкретную проблему на пути к достижению этой цели. И когда вы разрабатываете календарный план, вы видите, что без задачи это сделать невозможно. Они автоматически у вас выгружаются, и вы выбираете. И наверняка кто-то столкнулся с таким, что у вас мероприятие соответствует и одной, и первой задаче, и второй задаче. И что делать? Не знаем, как быть. Вот здесь нужно либо, значит, мероприятие уже чуть-чуть подкрутить больше к задаче, это для того, чтобы логическая связанность была, либо, значит, вы мероприятие разбиваете на 2 блока, 1 будет соответствовать исключительно первой задаче, 2 исключительно второй задаче, да? Но смотрите, у нас есть и 3, и 6, и 5, 4, 5, называется «Кто больше?». У кого больше. Но задача у нас поставить не большее количество задач, а задача наша будет их достигнуть и разработать такое количество мероприятий, чтобы оно
выполнила эти задачи и достигла цели. Поэтому 6 задач все-таки, на мой взгляд, многовато. Хотя, если посмотреть заявку, наверное, в контексте это хорошо. И в каждой, помните, да, о чем говорила Надежда Моисеевна, что в каждой задаче у вас точно так или иначе должны прослеживаться целевые группы. Посмотрите, а может быть у вас дублирование идет. Посмотрите, может быть вы мероприятия поставили в задачи, и можно сократить количество задач и перенести это в мероприятие. Посмотрите, иногда бывает так, приобретение, значит, улучшение материально-технической базы. Наверное, это может быть задачей из контекста вашего проекта, но мне кажется, это больше пойдет у нас и в календарный план, и в бюджет. Это не задача. Или заключение соглашения о сотрудничестве. Это не задача, точно. Вы можете говорить о развитии партнерства в целях вашего проекта, но вот такие узкие задачки я бы убрала. Поэтому проверьте себя на берегу. Следующий слайд, пожалуйста. Вот. И сразу я так буду, знаете, такую делать, как бы такие качели сегодня. Я вам рассказываю о том, вроде бы, как должно быть. И все-таки как эксперт, мне кажется, могу говорить о том, какие ошибки обычно допускают наши заявители, уважаемые разработчики, при разработке своих проектов. Вот, бывает, что мы на задачку, которая слева, не смотрим, и нам надо провести с вами, допустим, культурно-массовое мероприятие, и мы его пишем. Надо, потому что неплохо было бы в этот период что-то такое провести, но все-таки должна быть корреляция с задачами. Посмотрите, эксперты будут проверять именно таким образом. Следующий слайд. Следующий слайд. И давайте мы посмотрим, какой все-таки главный принцип разработки мероприятий проекта. Мы плавно подошли к календарному плану. Первое – это принцип необходимости, то есть без этого мероприятия этот проект просто невозможно реализовать. И второй – принцип достаточности. Вот достаточно и здесь, и сейчас, в течение этого года, этого мероприятия для того, чтобы решить задачу, достичь результатов и качественных, количественных, и, естественно, целей. Мероприятий должно быть достаточно и не должно быть лишних мероприятий. Зачастую мы почему-то боимся их объединять. Мы хотим настолько, некоторые расписывают настолько подробно, что каждый шаг, и получается действительно 25 мероприятий, и бедный эксперт, которому надо проверить 16 проектов, и он с ума сходит в вашем огромном количестве мероприятий. Подумайте, все-таки, может быть, сгруппировать. И смотришь другие заявки, когда наоборот, у нас 2 задачи в проекте и 2 мероприятия. Вот здесь это действительно абсолютно некорректно. И могу сказать, что этот проект не проект, а просто 2 задачки, 2 мероприятия. Вот и все. Следующий слайд. Про целевую группу. Помните, это и я рассказывала на первом вебинаре, по-моему, Надежда Моисеевна тоже говорила. Очень важно определиться с целевой группой. Очень важно сейчас проверьте, когда вы будете разрабатывать календарный план, просто как отче наш, знать ваш первый блок о проекте. Какие количественные результаты. Поэтому очень хорошо на ватмане рисовать, написали проблематику, дальше вот рыба проекта цель, сделали стрелочки, задачки, и от задачек мы уже идем, дальше схема будет, идем к мероприятиям. Но не забываем, что у нас целевая группа, допустим, их 4, значит, они все должны проявиться как в задачах желательно, но в мероприятиях точно. И дальше не забываем про количество. Да? Поэтому вы должны расписать очень подробно. Не то, что там благополучатели 50. Вам никто не запрещает написать, что детей в вашем проекте в трудной жизненной ситуации будет 50, а семей в трудной жизненной ситуации будет 25,
Родители, которые придут на ваши мероприятия, получат какие-то новые навыки, компетенции в родительско-детских отношениях, будет, ну, давайте так, 25 семей, придет все равно или папа, или мама, ну, 25 родителей, например. И волонтеров столько-то. Да, количество благополучателей там 50, но обязательно надо разбить целевые группы. Вам это очень поможет именно в этом 5-м разделе календарный план. Следующий слайд. Значит, целевые группы, да, мы должны понять, кто конкретно получит пользу, кому станет жить хорошо от того, что мы вообще с вами затеяли этот проект. И если ваши целевые группы не отражены в результатах, и если ваши целевые группы нету в самом последнем блоке ожидаемый результат в календарном плане, значит, вы эту целевую группу должны либо исключить, либо вы про нее забыли, либо нету логической связности проекта. Следующий слайд. Вот, отсутствует мероприятие по вовлечению целевой группы. Это особенно важно для тех проектов, которые массовые, где вы должны для того, чтобы, например, заняться профилактикой пожаров, добровольная пожарная команда, например, да, а потом и для тушения вы должны на берегу еще в мае, а может быть в апреле месяце, ну, вообще-то с 1 июня у нас, конечно, но вы должны тогда начать с 1 июня поиск и привлечение, и подготовку волонтеров. И вот если у вас проект именно волонтерский на тушение пожаров, а нет мероприятия, где вы будете их искать, как вовлекать, как стимулировать и как обучать, то или тогда должно быть где-то указано о том, в разделе «Организация заявитель», о том, что у вас уже есть готовых, обученных там 150 волонтеров. Если крупное мероприятие, культурно-массовое, как узнают люди о том, что вы проводите флешмоб, акцию и так далее? Значит, как узнают люди о том, родители с детьми, о том, что вы начали масштабный проект на весь район, на всю республику и так далее? И тогда нужно такое мероприятие, как, например, проведение информационной кампании, да, привлечение СМИ, рассылки и так далее. Вот мероприятия по информационной открытости и вовлечению целевой группы, пожалуйста, возьмите на заметку. Это не обязательно для всех проектов, например, про бродячих животных. Здесь точно не про это, да, но даже вовлекать волонтеров здесь тоже надо подумать как. Это может быть отдельная задача и направленная на эту задачу поиск привлечения, обучения волонтеров. Мероприятие. Следующий слайд. Дальше. Вспомните в своем разделе о проекте, о географии проекта. Вот вспомните. И если у вас в этом разделе есть, допустим, ваш проект, рассчитан на то, что вы будете его реализовывать на территории Амгинского, Чурапчинского, Медино-Кангаласского, Усть-Алданского, улусов, соответственно, следующий слайд, делается ошибка. Эти улусы и районы не указаны в вашем календарном плане. Все, нестыковка. Если вы считаете, что по умолчанию эксперт должен догадаться, что в этих 4 улусах вы проводите свою активную деятельность, это, конечно, здорово, но эксперт себе поставит галочку, что вы действительно, у вас нету вот этого совпадения, да, о проекте, географии, и каким образом это проявляется в ваших действиях, в ваших мероприятиях. Дальше, то есть давайте не будем забывать. И если даже у вас мероприятие общее на все 4 улуса, вы выходите онлайн, но тогда в ожидаемых результатах, вообще в самом названии мероприятия точно должно быть, да, где в 4 улусах, я их перечислить, вы проводите вебинары в режиме онлайн. Дальше про результаты. И каким образом у нас результаты должны проявиться в календарном плане. Ну, во-первых, вы видели там прекрасно, что есть столбец, да, есть столбец про
ожидаемые результаты. Но давайте не будем забывать, что туда мы включаем. Мы туда включаем количественный результат. То есть это количество людей, которые ощутят позитивные изменения после осуществления вашего проекта. Но это не только про людей. Давайте мы с вами сейчас здесь в чате напишем про результат. Как вы считаете, или напишите, какие результаты у вас должны быть достигнуты и которые вы пропишете в своих мероприятиях. Количественные результаты. Напишите, например, количество целевых групп, количество кого и чего может быть в в календарном плане в разделе «Ожидаемые результаты». Давайте напишем в чате. Я, например, говорю, количество участников мероприятия точно должно быть, если у меня мероприятие называется «Проведение онлайн-вебинаров, семинаров для некоммерческих организаций Республики Саха-Якутия». Так называется мое мероприятие. В ожидаемых результатах я напишу количество участников мероприятия такое-то или охват такой-то. Что вы еще можете написать, какие количественные результаты? Охват, да. Но охват кого, чего? Целевых групп. Хорошо. Еще. Мы не только здесь про целевые. У нас в результатах ведь могут быть охват пенсионеров. Хорошо. Это тоже целевая группа. А еще количество чего мы можем указать в ожидаемых результатах. Да? Не забываем, что наши количество участников, да, это все про людей, это все по головам мы считаем, да. Но еще количество чего? А если наш проект про услуги, и мы оказываем, наш проект называется, цель нашего проекта – оказание психологических услуг детям, пострадавшим от насилия. Тогда я напишу не только количество детей, я напишу количество услуг, и психологи об этом знают. Количество консультаций проведенных, количество семинаров, вебинаров проведенных. Видите, мы очень много, да, именно количество мероприятий, может быть, маленьких каких-то мероприятий, выходов в эфир, тираж изданных печатных материалов, может быть. Может быть, как раз 100 экземпляров методических рекомендаций, которые вы разработали и которые вы раздадите такой-то и такой-то целевой группы. Количество продуктов проекта, извините, ваш проект направлен на разработку и тиражирование социальных роликов против жестокого обращения с животными, давайте возьмем. Тогда в ожидаемых результатах под этим мероприятием будет написано, что не количество животных, которые не нанесли вред, а количество роликов. И вы это напишите. Количество добровольцев, которые, это тоже целевая группа, но у вас в одном мероприятии могут быть количество 100 пожилых, допустим, вот у вас указано, да, Александра, пожилых, одиноко проживающих инвалидов, получили такую-то, такую-то помощь, да, вот как раз здесь про услуги, и при этом в этом же мероприятии для этого было привлечено, например, 10 волонтеров, да, и 10 специалистов узкого профиля, таких как социальный работник. Материальную помощь разносили у нас волонтеры, а юрист социальным работникам оказывали услуги. Вот это все надо расписывать в ожидаемых результатах, потому что наши уважаемые эксперты, они не медиумы и не экстрасенсы. Им очень сложно добиться того, чтобы узнать и понять, а что же вы будете непосредственно делать. Потому что, еще раз говорю, в самом вроде бы важном блоке, я об этом говорила, что он важном о проекте, мы можем говорить о том, что весь проект сосредоточен там. Нет. Если у нас календарный план не расписан, если мы не понимаем наши действия и мероприятия, если не расписаны ожидаемые результаты очень четко и конкретно, то эксперту очень сложно понять вообще, стоит ли давать грант, деньги из государственного бюджета.
или деньги из бюджета фонда президентских грантов. А давайте теперь следующий пример. Я прям заостряю внимание, потому что я вижу вот этот вот столбец, когда проверяю проекты, ожидаемые результаты, и там 2-3 слова. Нет, коллеги, там не 2-3 слова. Во-первых, и мероприятие нужно расписывать, да, и мы сейчас об этом поговорим как, но и в ожидаемых результатах тоже. А давайте вы сейчас напишите здесь в чате, каких качественных результатов вы достигнете в результате реализации того или иного мероприятия. Давайте я дам вам минутку. Подумайте и напишите. Очень важно, и мы сейчас тоже это разберем. Какие качественные мероприятия? Во-первых, вы в первом блоке об этом пишете, о проекте. Ну а здесь под каждое мероприятие. Как изменилось-то наше вообще, вот как я говорю, кому стало жить хорошо, как изменилась среда, что произошло с нами. Что-то мы пока еще не пишем или пишем, но медленно. Я подожду прямо, потому что это очень важно. Качественный результат – это конкретные изменения, которых вы добьетесь в результате проведения конкретного мероприятия. Да? Что пишем туда? Вот интересно. Учащиеся научились производству анимации. Вот, компетенции, скиллы, да, навыки. Определились в будущей профессии. Пожалуйста, отлично. В профориентацию проведены были. У нас, допустим, 50 учащихся школьников получили консультацию по профориентации и 20 определились в будущей профессии. Вот так вот, да. Спасибо, Сардана, спасибо. Еще. Давайте еще. Какие качественные результаты? Вот нам надо прямо сейчас думать. Вы можете открыть свой проект, посмотреть и увидеть. Улучшение взаимоотношений в семье. Отлично, Людмила. Действительно, это может быть, если наш проект направлен на вообще, так скажем, на мир в семье, на развитие семейных отношений, то улучшение качества жизни. Мы тоже это можем написать. Понятно, что это может быть виртуально, и, может быть, нам сейчас здесь на берегу вроде бы как не поверят, но это нужно писать, потому что не только все в количестве людей, количестве животных, количестве тиража и так далее. Так, дальше смотрим. Развитие личности, точно. Достижение успеха в деятельности, точно. Кто-то самоопределился, кто помогает, допустим, в создании некоммерческих организаций. Зарегистрировалось у нас 5 некоммерческих организаций в Намском УЛУСе в результате деятельности муниципального ресурсного центра. Почему нет? Возможное поступление на учебу, да, реабилитация, выздоровление. Реабилитировано столько-то. Выздоровели сложно очень. Это очень сложно, потому что с выздоровлением здесь, знаете, у нас была такая программа «Семья для ребенка». По факту это была большая проектная программа, и у нас была такая целевая группа, как алкогольно зависимые родители. И мы писали, что в результате реализации проекта у нас 100 женщин, страдающих алкоголизмом, вернутся к трезвой жизни. Вот здесь очень сложно. И в социальных проектах, направленной работу со сложной целевой группой, очень сложно добиться социального эффекта. Поэтому мы говорим, эффект отложен. Но приблизительно, давайте не завышать, давайте чуть-чуть, может быть, занижать, но вот добиться того, что действительно качество жизни, выздоровление, отказ, допустим, возвращение к трезвой жизни и так далее, мы к этому стремиться можем, нам никто не запрещает. Уменьшение правонарушений – отлично. Улучшение условий жизни одиноко проживающих. Вот здесь вы вообще молодцы, постарались. А только на годовой отчет, диаграмму снижения рецидива, пишет «Оно to School» Семен Гаврилев. Других измерений нет. Это вы ориентируетесь по нормам, скажем, статистики и цифрам, которые приняты у нас государственными органами. Но вы в социальном проекте некоммерческой организации, поэтому вы здесь можете еще немного от количества перейти
перейти к качеству, что у вас нету рецидивов, да, например, среди правонарушений, среди несовершеннолетних. Нет рецидива, отличный результат, отличный. Но давайте такое мероприятие сделаем, чтобы у нас как-то улучшилось качество вот этих услуг для тех ребят, которые оступились, да, что вы взяли и объединили, так скажем, две целевые группы успешных ребят, и которые так или иначе правонарушители. И поэтому навыки ваши правонарушители обладают какими-то новыми, позитивными, хорошими навыками для того, чтобы закончить учебу, получить профессию, стать законопослушным гражданином и так далее. Воспитанники трудоустроены в летнее время. Отлично. Они у нас получили компетенции, связанные с фермерским хозяйством. Отлично. Если не реабилитация, тогда ремиссия. Отлично. Мы в стадии ремиссии действительно можем какое-то время находиться. Другое дело, что пройдет какое-то время, и люди могут сорваться. Да? Это если у нас проект направлен на профилактику употребления психоактивных веществ, например. Отлично, спасибо. Но еще, кроме развития личности, обучено столько-то. Социальная адаптация, повышен уровень активности, развиты какие-то навыки, изменение среды, повышение уровня качества жизни, сохранены традиции, созданы новые объекты, созданы новые продукты, разработано ноу-хау. Помните, там есть инновационность, очень сложный критерий, как этому соответствовать. А может, вы разработали новую технологию, практику и так далее. Изменение общественного мнения, повысился уровень осведомленности о проблеме, например, с бродячими животными. Какой-то профилактический эффект, да, профилактику у нас получили семьи с детьми, малоимущие, профилактику трудной жизненной ситуации столько-то, столько-то. И мы понимаем, что риск от семейного неблагополучия будет все-таки ниже и так далее. Отклики в СМИ будут и прочее, прочее. И еще проект издания исторической книги. Качественный результат — стимулировать читательское общение детей и населения. Но если историческое, первое, мы сохраняем традиции, мы сохранили эту историю, мы передали ее будущим поколениям. И да, мы каким-то образом стимулировали и чтение, и для того, чтобы, допустим, наши дети еще собирали какие-то, следующий слайд, исторические факты о своей родине. И вот, если в календарном плане нет количественных результатов мероприятий, то, соответственно, мы просто пишем, что все стало очень хорошо, не подтверждено это никакими ни циферками, ни данными, и не то, что мы сейчас с вами перечислили, то, конечно, календарный план несовершенен. Следующий слайд. И вот такая есть схема. Я прям хочу, чтобы вы ее себе зафиксировали, у кого нет. Эта схема нам в свое время, когда был гражданский форум, я помню, фонд президентских грантов любезно всем предоставил, и она у них размещена. Но это и есть тот чек-лист, по которому вы сможете проверить свою заявку. Вот это и есть та логика проекта, которую мы вас обучаем, которую будут требовать от вас уполномоченный орган и который будет ожидать от вас эксперт. И посмотрите, здесь запланированные мероприятия, они связаны и с целью, и с задачами, и с командой, посмотрите, и с бюджетом. Мероприятия – это действия, которые нужны, чтобы решить задачи. Для каждого мероприятия продумайте время проведения. Неспроста там стоят сроки. И у нас мероприятия с вами какие могут быть, если по срокам? Как вы думаете, они какие могут быть? Во-первых, какой-то этап у нас начальный. Первое мероприятие – это старт проекта. Мы знакомимся, например, посты в соцсетях, статьи в СМИ размещаем, пресс-конференции, флешмобы. Мы стартанули. Главное, чтобы поняли о том, что проект начался у нас. Дальше есть последнее мероприятие, заключительное, завершающее. Поэтому мы его ставим в конце. Не может быть так у вас по срокам, что конечное, итоговое мероприятие проведения круглого стола
посвященному профилактике детского правонарушений среди детского населения, не может стоять у нас в начале. Поэтому обратите внимание на сроки, обратите внимание на место проведения. Обязательно в самом мероприятии, когда вы его название пишете, укажите место, вплоть до того, что там просят вас указать адрес. Если онлайн, укажите онлайн и офлайн. Есть у вас постоянные мероприятия, текущая деятельность, например, оказание психологических, юридических, социальных услуг нашим одиноко проживающим престарелым гражданам. Окей, и это будет мероприятие, но укажите сроки тогда с 1 июня до 1 июня 2022-2023 года. Такие тоже могут быть регулярные мероприятия, могут быть сезонные. Не ставьте на лето то, что вы можете сделать зимой. Не ставьте зимой то, что, например, площадка, да, какие-то каникулярные мероприятия. Строго смотрите по срокам. Конечно, вы можете внести изменения, но, как показывает практика, это сделать все-таки сложнее. Лучше на берегу 7 раз отмерить. Еще такой совет: не планировать в первое основное мероприятие первый месяц, потому что форс-мажор, пока вы подписали договор, пока вы открыли, значит, токен оформили, если это фонд президентских грантов, пока вы все мероприятия необходимые, согласительные провели, у вас уже июнь закончится, ставьте чуть-чуть позже. И не ставьте на самый крайний срок заключительное мероприятие, а ставьте где-то месяц. Не обязательно ставить 23, например, мая. Не обязательно. Вы можете поставить заключительное мероприятие и срок, например, с 15 по 30 мая. И тогда вы себе даете вот этот люфт провести в какой-то из вот этих дней. Потому что у нас есть ковид, потому что у нас были пожары, потому что бывают форс-мажоры и так далее. И еще не забывайте, почему я говорю ватман, когда вы расписали мероприятие, вы внизу должны прописать бюджет, на что вы просите. И бывает так, что мероприятие у нас песни-пляски, а бюджет мы просим стройматериалы. В календарном плане ни слова про то, что какая-то площадка будет. Кстати, поменьше, пожалуйста, строек. Очень много на площадке вы просите. Очень много. Есть и щебень, и все на свете. Вы не должны в проекте некоммерческой организации закрывать полномочия муниципальные и государственные. Здесь вы должны в партнерстве отработать. Муниципалитет завозит щебень, они привозят доски, а вы ищете волонтеров, которые эти доски прибьют и потом покрасят. Не зацикливайтесь, пожалуйста, на вот этих вот площадках. Очень много этому уделяется внимания. И как с командой-то у нас мероприятие будет сочетаться. А в ожидаемых результатах вы всегда можете написать, что ваш психолог, который в проекте указан, да, помните, в команде, ваш юрист, ваш социальный работник, ваш координатор, архитектор проекта, у кого-то режиссер, он разработал как раз эти ролики, он как раз провел эти услуги и так далее. Вот вам и есть логическая связанность проекта. Ну и про результаты я вам говорила уже. Следующий слайд. Так, если меняется во время реализации место, дата, как это скажется на отчете? Так вот, для этого и были придуманы ключевые контрольные точки, о чем я говорила. Ключевые контрольные точки, когда вы будете подписывать договор с уполномоченным органом или с фондом президентских грантов, у вас будет возможность корреляции и отрегулирования вашего проекта по срокам. Вы не сможете внести изменения в количественные и в качественные результаты, но сроки и последовательность вы можете изменить. Поэтому сейчас старайтесь делать, особенно гранты главы, здесь нужно привязку делать более строгую. В фонде президентских грантов у вас будет возможность поменять одно мероприятие на другое. 3 мероприятия, разбитое по 3 улусам, вы возьмете потом, вас просто заставят кураторы соединить в одно и посчитать все это вместе. Не хватает, какая ошибка бывает? Не хватает мероприятий для достижения результата проекта. Следующий слайд.
И про мероприятие, да, вот давайте так сейчас, вы мне, пожалуйста, в чате, не мне, а для вас и для всех нас, напишите, пожалуйста, на каждую задачку, сколько у вас мероприятий предусмотрено, или кто еще не разработал, сколько вы планируете на каждую задачу провести мероприятий. Напишите. Это важно. Больше для вас, чем для нас. Так, на одну задачу еще раз, не всего мероприятий, да, 2 мероприятия, хорошо, 10 многовастенько, ну, если у вас какой-то грандиозный проект, который на такой, вы как Брюс Уиллис всю планету хотите спасти, тогда возможно, но если не всю планету, тогда давайте мы минимизируем или их объединим. 3, минимум 4 на одну задачу. 1, 2. Вот 1 вопрос, 2 хорошо, 5 зависит от вашего проекта. Проекты действительно могут быть большие. На некоторые 5-6, на некоторые 2-4. На одну задачу, одно мероприятие. Давайте следующий слайд. Давайте мы подсказочки сейчас возьмем. Ну, вот то, про что я говорила, да, выбор мероприятий зависит от 4 ограничений. Вот этот слайд к предыдущему. Время, команда, территория, бюджет. Давайте не будем об этом забывать. Следующий слайд. От проекта, от самооценки зависит. Да, хорошо. Самооценка у нас может быть разная. Я могу себя называть Чип и Дейл и идти спасать всех. Но вопрос, и как это, догонять и причинять добро, да? И по 10 мероприятий на одну задачу. Но, а может быть, мы свои ресурсы сэкономим? Давайте мы сейчас порассуждаем на эту тему. Следующий слайд. Угу. Следующий слайд, Леонид. Тогда вот, вроде вот это я вам сказала. Да, здесь мы с вами уже указывали, про это говорили. Давайте следующий. Вот что нам говорит фонд президентских грантов. Не менее 2 мероприятий на каждую задачу. Возможно, когда у нас поиск и подготовка волонтеров, возможно, тогда мы будем говорить с вами о том, что у нас мероприятие одно. Мы их нашли. И то я бы эту задачу разбила на поиск отдельно. И это у меня будет какая-то информационная кампания, работа со СМИ, в соцсетях и так далее. И разбила на мероприятие подготовку, то есть вебинары, тренинги и так далее. Вот. Смотрите, значит, на каждую задачу, вот примерно у вас такой планчик должен быть. То есть мы не забываем, что мероприятие – инструмент для решения задач. Вы когда свою табличку смотрите, вы поглядываете на столбец слева и поглядываете на столбец справа. Это все должно сочетаться и помогать друг другу. Точно не мешать и дополнять. А если так получится, что у нас ни на какую задачу не будет мероприятий, то что надо сделать с этой задачей? Напишите, пожалуйста, в чат. Благодарю вас, кстати, за активное участие в чате. Спасибо. Что будем делать с задачкой, на которую мы ни одно мероприятие не написали? Следующий слайд. Отлично. Действительно удалить. Просто убрать. И у кого там было 5-6 задач, возможно, вы просто не придумаете ни одно мероприятие. Так, переформулировать. Возможно, переформулировать, но тогда вам все равно придется мероприятие это еще разрабатывать. Тогда вам нужно будет еще сделать целый блок на задачу, еще больше 2 мероприятий и все это расписать. Давайте все-таки еще раз себе, как такую напоминалочку, календарный план должен отвечать на какие вопросы. Понятно ли из описания мероприятий, зачем, для кого они проводятся и что будет происходить.
Вы должны писать таким образом, представьте, у нас есть эксперты, я не могу говорить, но есть в других регионах. Они не знают нашу специфику. Никто не обязан знать то, что, допустим, в Булунском районе вот такая специфика, а в Нюрингренском другая, да? И целевых групп будет поменьше, и с информационной открытостью разные уровни доступа к интернету и так далее. Поэтому пожалуйста, не жалейте на описание. Вот у нас календарный план всегда очень тяжелый. Мы всегда еще лишнее убираем, потому что мы стараемся расписать все, как в столбце мероприятия, так и в столбце ожидаемый результат. И понятна ли последовательность мероприятий во времени? И есть ли она вообще? Да? Отличный ответ – объединить с другой задачей. Действительно, есть мероприятие, задачки на него нет, взяли, объединили. Или переформулировали предыдущий ответ, задачу таким образом, что у вас появилась возможность и необходимость крайне это мероприятие реализовать. Следующий слайд. Ну и вот так, да, выглядит календарный план. Я специально взяла и разбила ожидаемые результаты на количественные и качественные. Ну, вообще это диаграмма Ганта, конечно. Это когда у нас есть мероприятие, когда у нас есть сроки начала и окончания. И понятно, да, если у кого-то сейчас открыт вообще вот интерфейс, что у нас в разделе там. Ни у кого не было, сейчас такой вопрос задам, ни у кого не было проблем с заполнением раздела «Календарный план» на портале грантов главы? У кого есть проблемы, дайте знать. У нас подключится наш IT-менеджер, он вам расскажет, как добавить строку, сохранить, или я вам сейчас расскажу, как редактировать, удалить, все понятно, да? И понятно, что в мероприятии нужно писать его содержание, место проведения, да, для какой целевой группы предназначено. Там не должно быть написано «провели акцию». Все. Нет, где провели, для кого провели, с кем провели. Эксперта пригласили, если у вас эксперт, и вы просите на его транспортные расходы, да, тогда вы должны этого эксперта показать в мероприятии, что он у вас проводит, допустим, образовательный семинар, он приехал из Москвы, семинар проходит в Амге, Амгинский улус, можете указать даже адрес. Это говорит о том, что ваше мероприятие проработано, вы видите четко свет в конце тоннеля, вы точно знаете, где и как это будет проходить. И это эксперты, поверьте, оценят. Да? Следующий слайд. И вот еще одна подсказочка. То есть задайте себе вопрос. Ну, я так понимаю, раз нет никаких пометок, все разобрались с календарным планом. Тут у нас получается все понятно, да? Хорошо. Вот достаточно ли мероприятий вообще для вашего проекта? Вот вопрос. И здесь то, о чем мы говорили, ну, здесь 2 мероприятия стоит. Я вас прямо прошу на бумажке, на флипчартах, на школьной доске, мелом, вот нарисуйте себе такие схемы, потому что вы себя проверите, потому что можно в конце разработки проекта так выгореть, так устать, что уже, ой, да ладно, подумаешь, там я эту задачу написал, ой, да все, я все сделал, я молодец, мне надо дальше спасать мир. И побежал, наш супермен, да, полетел. Слайды мы не отправляем, у нас есть запись на Ютубе, берете эти слайды, но вообще у нас есть возможность еще не только на Ютубе, на портале у нас есть размещение, да, наших семинаров, вебинаров. Берете, фотографируете и вперед. Мы тоже, поверьте, фотографировали эти слайды у фонда президентских грантов, это оттуда. Значит, еще раз проверяем. По сумме результатов, что будет делать эксперт? Эксперт возьмет калькулятор,
посчитает вашу целевую группу, количество, откроет ваш календарный план, возьмет ваши мероприятия и посчитает всех, допустим, детей в трудной жизненной ситуации, раскиданных по вашим мероприятиям. И если будет не хватать или будет перебор, значит, вы неверно разработали свой проект, и в разделе «Количественный результат» у вас не соответствует та сумма количество целевых групп, которая у вас в мероприятии. Не поленитесь, возьмите, пожалуйста, калькулятор и сделайте так, как сделает эксперт. Потому что вы сейчас это не сделаете, а эксперт это сделает. И тогда получится, что по определенным критериям будут занижены баллы. И дальше внизу я бы к этой схеме пририсовала еще бюджет. То есть вы просите, например, раздаточный материал на 50 семей, а у вас в количественных результатах всех мероприятий, я посчитала как эксперт, всего 40. Спрашивается, зачем вам будут давать деньги гранта из бюджета на то, чтобы лишних 10 распечатывать методических рекомендаций, книжек, там, раздатки и так далее. Все должно коррелироваться, все должно совпадать. Это очень важный момент, и это вы можете сделать здесь и сейчас на берегу. Это важно, да? И следующий слайд. Да, и ну, давайте обратно пока вернемся, Леонид. Обратно. Да, вот сейчас себя я прошу проверить, то есть вы себя проверьте, пожалуйста. Еще раз, как домашнее задание, да, сколько задач, сколько мероприятий, количество и какие целевые группы, качество, все ли качественные результаты у вас так или иначе расписаны в ваших мероприятиях. Если хоть один качественный результат, который в первом блоке, не будет проявляться в мероприятиях, значит, это... Ну, он может быть, конечно, общим каким-то, один общий может, но в основном вы все это сделали в первом блоке, перенесите это, пожалуйста, в мероприятие. Ну и к следующему, если есть вопросы, начинайте по календарному плану вопросы писать, мы ответим чуть позже на них. И давайте перейдем к организации заявителей, потому что у нас в связи еще с нововведением в отчетность мы чуть-чуть с вами время перебрали, но, надеюсь, все полезно, что сейчас происходит. Теперь об организации заявителей. Во-первых, коллеги, нужен сайт. Сайта нет. Что делаем? Есть друзья, есть партнеры. Вы можете свой логотип или свою ссылочку на вашу какую-то страничку или информацию у ваших партнеров разместить на сайте администрации, на сайте государственного бюджетного, допустим, учреждения. Вы можете разместить свой проект на нашей карте гражданских инициатив. Слайды мы до этого показывали на нашем портале. В чате Леонид отправил. Зайдите на наш портал, найдете карту гражданских инициатив, зарегаете свой проект, ссылочку оттуда поместите в раздел «Организация заявителей». Расскажите про свои добрые дела, мероприятия, проекты. Это не сухой, сайт недоработанный, не подходит. Почему? Потому что вы должны ссылку прикрепить, да, и я как эксперт не поленюсь, я зайду. Ну, я не эксперт, но я просто вам говорю. И если я зайду, а сайт не работает, значит, вы что сделали меня? Почему-то обманули. YouTube-канал, хорошо. Соцсети, значит, соцсети, это что, по-вашему? Может ли Иван Иванович Иванов каким-то образом, вы можете разместить Иван Иванович Иванов, его страничку в Фейсбуке в разделе об организации? Сразу говорю, нет. Инста-страница, да, но только фонда «Семья для ребенка». Оно to school. ТОС такой-то. Понимаете? Должна быть соцстраница.
И опять же эксперт не ленится, потому что есть такой критерий отбора, как информационная открытость. Заходит на страничку, а там что у нас? Одна счастливая фотография Супермена. И все. А где деятельность? А где о том, что вы делаете, что вы оказываете услуги, вы решаете такие задачи. Ваш отчет годовой размещенный, например. Вы спасли того-то, помогли тому-то, планируете то-то. Наши партнеры, лица наших экспертов, лица, довольные наших волонтеров. Мы в деятельности и так далее. Мы в действии. Интернет-ссылки на публикации обязательно, неважно где, в соцсетях, в СМИ. Дополнительные документы об организации. Вот здесь соглашение, авторские разработки, технологии, ваши издания. Ссылки прикрепите, пожалуйста. Ваша наградная культура. Да, нельзя прикрепить много благодарственных писем, но мы делаем так, хитро. Мы в один файл PDF берем и 20 грамот в один файл помещаем. И вот так вот колесиком, рулетиком можно посмотреть всю вашу наградную культуру. Это говорит о том, что ваша организация достойна, прозрачна, открыта, ей можно доверять. Это не однодневка, зарегистрированная, извините, ради гранта. Поэтому нам нужно это доказывать. Дальше. Какие сейчас проблемы были, мы видим у заявителей, которые уже отправили на конкурс? Во-первых, вы вбиваете ОГРН. И по ОГРН это автоматически программа через контур фокус будет забивать, выгружаться ваша информация. Поэтому проверьте, пожалуйста, на берегу, кто будет подписывать вашу заявку. Это должен быть исключительно тот руководитель, который указан в выписке сведений из ИГРЮ, которая будет автоматически загружена. Проверьте, пожалуйста, эту страницу. Бывает, что на нее у нас не доходят руки. И даже у нас, я помню, была ошибка, когда мы забыли, например, расписать свои проекты. Что-то там указали, но недостаточно подробно. Не проверили, и такой проект отправили. Мы не получили поддержку. И я думаю, что это была одной из причин. Да? И желательно, чтобы в дополнительных документах организации, вот я сейчас, у меня открыт один проект, я не могу его вам показывать, и у меня там написано вот все, что угодно, название этого файла, все, что угодно. Дополнительные документы об организации, не нужны там приказы, не нужны протокола, не нужны свидетельства. Все. И система говорит о том, что вы зарегистрированы. Там должны быть. И назовите, пожалуйста, файл хорошо. Соглашение о сотрудничестве с банком. Благодарственные письма от правительства. Привет, я не знаю, приветственный адрес в честь там юбилея организации. Потому что у вас название, ну просто, вот как вы себе сохраняете, да, просто абракадабра, вот так же вы загружаете. Поверьте, это смотреть, ну, не информативно. Я могу не загружать этот файл, если я увижу, что это благодарственное письмо. Так, дальше. Основные виды деятельности. Что делают наши, это обязательное поле для заполнения, что делают наши уважаемые заявители. Они берут и ставят акведы. Да это не акведы, коллеги. Это ваши уставные цели. Это предметы, виды деятельности. Что ваша организация, согласно уставу, может сделать? Копировать, ставить. Акведы нам здесь не нужны, потому что вся эта система акведов, вы сами, когда регистрировали организацию, вы понимаете, что она несовершенна. И по акведу об общественной организации я не могу судить, кому вы помогаете-то, что вы делаете. Это суждение должен вынести о вас эксперт. Целевые группы тоже согласно уставу. Здесь вот прямо очень часто то, что написано, вот какие-то графы есть, и автоматом загружают. А когда устав смотришь, то никаким вы детям, подросткам не имеете права даже им оказывать услуги. У вас вообще другое написано. Посмотрите, это все про ваши учредительные документы. Дальше, верные контактные адресы. Очень важно адрес электронной почты, чтобы мы туда отправили на доработку. Если вы своего родственника отправите электронную почту, который уехал на сенокос, то никто не узнает о том, что проект нужно дорабатывать. Контактный телефон, сайт, да, или
хотя бы выгрузку на карту гражданских инициатив. Это вам такая помощь, для этого мы и создавали. Группы в соцсетях, да, кто руководитель, должность, дальше доходы, пожалуйста, посчитайте свои, но здесь я не буду на этом останавливаться. Дальше количество благополучателей за предыдущий год, посчитайте все по головам, пожалуйста. Не для того, чтобы чем больше, тем лучше, а по факту. И основные реализованные проекты. Это важно. Это говорит о том, что у вас есть некий опыт в реализации проектов. Если же у вас этого опыта нет, то, соответственно, ну, проект на 5 миллионов, на 3 миллиона сложно, да, каким-то образом доверить этой организации. Поэтому проект, название, объем финансирования, обязательный источник финансирования, муниципальный бюджет, грант, субсидия, пожертвования и так далее, другие гранты-операторы и основные результаты. Не купили себе флипчарт, планшет, а результаты, кому помогли, сколько человек. Вот у меня сейчас основной результат – получено оборудование. Это не результат. Это укрепление материально-технической базы. А все-таки проект, вспоминайте, да, на что он направлен, на какие результаты должен быть достигнут. И дальше, какие ресурсы у вас есть. Недвижимость, оборудование другое, публикации в СМИ и так далее. Ну и еще в дополнение, сейчас Леонид вам скажет еще технические моменты, да, видеоотзывы целевых групп и экспертов, это тоже очень хорошо, вы можете прикрепить, и публичный отчет. Вот публичный отчет – это очень здорово, когда вы с вашей фотографией письменно, наглядно показываете, что в 2021 году или в 2020 году вы сделали то-то и то-то. И также файл назвали, эксперт зашел, посмотрел, вдохновился, впечатлился, полюбил вас и сказал, что им можно доверять. Отличная, прозрачная организация. Да, сейчас быстренько на вопросы. YouTube, Инста вместо официального. Ну да, если нет сайта, ну, конечно, тогда нет сайта. Тогда, получается, вместо официального сайта можем прикрепить ссылку на Инста. Нет, ссылку прикрепляете только там, прочерк ставите, только там, где соцсети. А если некорректно отображать работу по проекту, в смысле некорректно? Ну, во-первых, нужна правдивость, нужна прозрачность. Это очень важно. Для чего? Для того, чтобы вообще некоммерческие организации, они призваны создаваться для открытости, прозрачности и так далее. Поэтому лучше корректно. Но если этого нет, никто не говорит, что проект должен обязательно тот, который выиграл грант. Нет, ваша деятельность, она так или иначе поделена на проекты. И если даже вы не получали финансирование, вы можете указать, что проект такой был. Вы делали это. Пусть это будут акции, флешмобы и так далее. Но это показывает вашу деятельность. Да, Леонид, теперь вам слово. Да, спасибо. Добрый день, уважаемые слушатели. Я хочу заострить внимание вот на технических моментах, да. У нас уже были прецеденты, когда вот люди неправильно заполняли пункт организации заявитель. Что вообще нужно сделать? Во-первых, нужно ввести свой ОГРН организации, вот в первое поле. И потом нажимаете автозаполнение. После того, как вы это нажали, определенные поля в этом разделе, они будут заполнены автоматически. Но это не значит, что эти поля будут заполнены верно. Поэтому я прошу вас посмотреть эти поля и перепроверить. И особенно я прошу вас перепроверить 4-й пункт сведения из ЕГРЮЛ. Иногда эти сведения, они выгружаются старые, то есть дата стоит не сегодняшняя, а вчерашняя или вообще за прошлый год стоит. Поэтому нажимаете на ту ссылку, которая здесь появляется, и смотрите дату выгрузки из ЕГРЮЛ. В случае, если там дата стоит старая, например, январь или вообще прошлый год, что нужно делать? Вы просто переходите обратно сюда, удаляете свой ОГРН из первого пункта, заново его заполняете и нажимаете заново автозаполнение. В этом случае в 4-м пункте у вас обновится ваш ЕГРЮЛ и появятся новые сведения из системы. В случае, если там появится 2 файла, старый файл нужно будет удалить.
Вот это вот самый основной момент, который я хотел сегодня рассказать, но тут еще есть один нюанс. Вот в уставе, когда вы делаете скан устава, я прошу вас посмотреть самим этот устав, можно ли там прочитать все страницы. Потому что у нас, опять же, были прецеденты, когда люди отправляли свой устав в PDF-формате, но там либо не было последней страницы с пометкой Министерства юстиции, либо же невозможно было прочитать половину страницы из устава. Так что этот момент тоже стоит проследить. Ну, как Ольга Анатольевна уже все вот эти вот нюансы рассказала, все остальные пункты, поэтому я не буду останавливаться, я остановлюсь только вот на 10-м пункте. В случае, когда от вашей организации подается заявка, и заявку подписывает не лицо, имеющее право действовать без доверенности, то есть не руководитель организации, вы обязательно должны делать на это лицо нотариально заверенную доверенность. И эту доверенность нужно отсканировать и добавить в 10-й пункт. Никуда иначе, только в 10-й пункт. Далее здесь я останавливаться не буду. И вот 24-й пункт. Многие нам звонят и спрашивают, что делать с публикациями в СМИ, если у вас их нету. У нас есть очень простой способ решить вашу проблему. Это вам достаточно зайти на наш официальный сайт erc-portal.ru, зарегистрироваться как некоммерческая организация, и если у вас была какая-то деятельность, у вас есть какие-то новости, вы можете совершенно бесплатно опубликовать свои новости на нашем портале. То есть вы в личном кабинете нажимаете кнопку «Предложить новость», пишите всю свою новость и отправляете нам. Мы это публикуем, и ссылку вы прикрепляете сюда. У меня все. Спасибо, Леонид. Я думаю, что если есть какие-то вопросы, вы можете их задать еще, особенно значит, по техническим моментам. Единственный вопрос, по-моему, вот некорректно отображать работу по проекту по отношению к получателям услуги. А можете пояснить вопрос? Я что-то не очень его поняла. То есть это про сам проект или в разделе, или вы говорите про раздел «Организация-заявитель»? Можем включить вам микрофон, если хотите. Леонид, обрати внимание на вопрос последний. Поясните, пожалуйста, ваш вопрос. Так, а еще вопросы будут? Ну, собственно, это все, что мы хотели вам сказать сегодня. Я извиняюсь, Ольга Анатольевна. Да. Есть вопросы, которые были озвучены, написаны еще в самом начале, когда я рассказывал про отчетность. Поэтому я хотел бы ответить на вопрос Ирины Семеновны Даниловой. Следующий вопрос. Секундочку. Извините, пожалуйста, это вопрос от Майнской школы имени Ларионова, школьников. Я говорю в том смысле, что вот у нас работа с подростками, которые стоят, например, на учете КДН, или семьями, которые являются неблагоприятными людьми, и если мы будем размещать информацию, связанную с тем, что вот, дескать, мы с ними поработали, сняли с учета, будет ли это корректно по отношению к ребятам и к родителям? Или я могу просто вот про свою организацию некоммерческую рассказывать, а эти моменты там могут не отражаться. Это первое. И во-вторых, у меня был вопрос по уставу. У нас устав принят очень давно, в 2009 году. Мы его не обновляли, и там подпись Минюста на каждой странице. И она у нас, конечно, с 2009 года хранилась не очень хорошо, и они помятые листочки. Вот как мне поступить, я же не могу его развязать, перепечатать. Вот что делать в этом случае? Ну, давайте тогда, Вячеслав, я на первую часть вопроса отвечу, да? Спасибо за вопрос. Хочу сразу такую ремарку сделать. Вопрос от представителя школы. Надеюсь, что вы подаете от некоммерческой организации, потому что к нам уже прилетела заявочка от детского сада. И она отправлена, конечно, на доработку, но
рекомендация только к отклонению, потому что вы понимаете, что у нас могут участвовать в конкурсе только социально ориентированные некоммерческие организации, да? Но это первое, просто ремарка, о чем я хотела бы сказать для всех. Дальше на ваш вопрос, конечно, мы не должны, особенно лица детей, вообще фотографировать и размещать лица детей, например, без разрешения родителей или законного представителя ребенка не разрешается, это запрещено. У нас, например, есть проект по выпускникам детских домов у фонда «Семья для ребенка». Мы никогда не открываем персональные данные. Мы никогда не ставим фотографию, если наша уважаемая целевая группа не дает нам добро. Или здесь можно либо смайлики, либо вообще просто действия, лиц нет. Вот если мы обучающий вебинар проводим и фотографируют детей в детском доме, которые слушают наш вебинар, то эта фотография всегда идет, например, сзади, лиц детей мы не видим. Поэтому вы ведь в своем проекте не указываете фамилия, имя, отчество, Иван Иванович, там, нарушитель правопорядка. Вы просто говорите, что в вашем проекте вы оказали услуги 5, допустим, выше 5 несовершеннолетним, там, я не знаю, правонарушителям. Это будет количество и целевая группа. И поэтому здесь это абсолютно корректно, потому что социальный проект, если у нас есть проблема, а правонарушения, рецидивы и вообще то, что происходит у нас в обществе, это как раз мы, некоммерческие организации, можем и должны на это повлиять. Но, пожалуйста, не открывайте персональные данные и не фотографируйте лица, особенно если это дети. Это вообще для всех детей без, еще раз хочу сказать, без заявления родителей фотографировать и размещать. Просто запрещено. Будьте аккуратны здесь. И про устав тогда, и то, что хотел сказать Вячеслав, пожалуйста. Ага. Устав 2009 года, ничего страшного. В то время тогда так и регистрировали, на каждой странице указывали подпись, печать и подпись сверху. По поводу того, что устав маленечко поизносился, да? А главное, чтобы вы просканировали, и этот устав был читаемым. То есть мы могли прочитать каждое слово, чтобы было, не было никаких полслова, полбуквы и так далее. Главное, чтобы все было видно и читаемо. Если же это невозможно сделать, да, просканировать, чтобы все было читаемо, каждое слово, то вы можете обратиться в налоговую и запросить у них второй экземпляр этого устава, ну, то есть ваш, и они вам должны его направить. Ой, спасибо большое. Вопрос Ирины Семеновны Даниловой. Скажите, пожалуйста, если Федерация по роуп-скиппингу, спортивная скакалка Республики Саха-Якутия аккредитована 15 февраля 2022 года, мы отчетность даем с даты аккредитации? Нет, вы ссылаетесь не на дату аккредитации, вы ссылаетесь на дату создания. Дата создания – это вы смотрите в ЕГРЮ, Единый государственный реестр юридических лиц, он называется, и смотрите именно положение, там дата создания вашей организации. И с этой даты вы уже отчитываетесь, ну, имеете в виду эту дату и уже отчитываетесь в Министерстве юстиции. Например, если вы создались в 2021 году, то вы должны будете сдавать отчет в 2002 году за 2021 год. Далее, Спиридонова Н.А. Отчет бланков форма ОН 303 устарели, что ли? Нет, не устарели. С 1 марта они устареют. С 1 марта этого года, 2022 года. И если вы сдадите отчет после 1 марта, то обратите на это внимание, что нужно будет сдавать отчет по новым формам. Александра Сидорова, да, скорее всего. Так, где тогда взять актуальные формы? Так, ну, если вы сдаете отчетность через специальный портал,
то я советую использовать те формы заявления, которые там указаны. Если же вы сдаете по-другому, либо по почте, либо лично хотите подойти и сдать документы, то в бумажном виде, я имею в виду, тогда вы можете взять эти формы либо на сайте Минюста, либо в интернете в общем доступе достать это заявление и утвержденные формы отчетности самостоятельно заполнить. Так, непонятно как-то. Я сдала отчет на сайте Минюста. Ну, вы имеете в виду, наверное, специальный портал некоммерческих организаций, который был создан Министерством юстиции. Если вы уже сдали в этом году за прошлый год отчетность, то ничего страшного, сдали и все. То есть вы сдали по тем формам, которые еще имеют силу и которые потеряют свою силу только с 1 марта. Все, по отчетности, кажется, вопросы все ответили. Последний вопрос еще, Вячеслав, там про сроки. Самый последний. Сейчас скажу. До 1 марта надо сдать отчеты, вопрос там стоит. Вячеслав. Так, пока Вячеслав нас не слышит, я начну... Алло? Да. Извиняюсь, я, кажется, на кнопку нажал или меня отключили. А по поводу, тогда отчет надо сдать до 1 марта? Нет, вы сдаете отчетность по общему правилу до 15 апреля. У вас есть время с 1 января по 15 апреля. Вы сдаете отчетность за прошлый год. Если у вас вот этот промежуток с 1 января по 15 апреля есть. Если вы сдали до 1 марта, вы сдаете по старым формам, ну, то есть, которые сейчас действуют на данный момент. Если вы не сдадите до 1 марта, обратите внимание, что формы заявления будут изменены. Они вступают в силу с 1 марта. И если вы не сдали до 1 марта, вы будете сдавать отчет уже по новым формам. Хорошо. Надеюсь, что исчерпывающие ответы получили. И сейчас вот выше про руководителя вопрос. Ну, во-первых, во вкладке «Руководитель проекта», например, в образовательной организации специальности, дату поступления, дату окончания невозможно ввести, только год. Да, действительно не обязательно, не то, что не обязательно, не нужно, достаточно года. Это такая общая информация. И трудовую ничего прикладывать не нужно, и дипломы. Значит, бюджетные организации, библиотеки не могут участвовать, как НКО. Да, действительно, детский сад, школа, библиотека, клуб – это по форме своей НКО. Но давайте мы еще раз откроем указ и посмотрим, кто его учреждал, кто учредил библиотеку. Если это орган власти, государственное или муниципальное учреждение, то, конечно, не могут. Только некоммерческие организации, которые зарегистрированы и которые относятся к пункту 31.1 ФЗ номер 7. То есть, пожалуйста, вот сейчас школы, детские сады, библиотеки, клубы, музеи, государственные бюджетные учреждения, казенные и автономные, вы должны сейчас к своему проекту найти какую-то некоммерческую организацию, с которой будете сотрудничать и заявляться с проектом, либо в будущем создать свою. Дальше вопросик. Так, тогда получается, руководителем проекта может быть не руководитель НКО, а лицо нотариально заверенное. Нет, здесь речь вот о чем. В организации заявитель в этом блоке лицо нотариально заверенное – это то, которое не является руководителем организации на момент подачи заявки. То есть генеральный директор некоммерческой организации вам нотариально доверил подписывать заявку и направлять ее
на грантовый конкурс. Только в этом случае нужно прикреплять эту доверенность. А руководителем проекта, в разделе «Руководитель проекта» может быть как руководитель, так это может быть ваш психолог, это может быть человек, которому вы доверили. Он может быть штатный, нештатный сотрудник. По ГПХ он может даже не являться сотрудником, но быть руководителем проекта. Ну, желательно, конечно, чтобы какие-то у вас отношения были договорные, потому что ответственность, конечно, за реализацию проекта руководитель несет, но не юридическую, а ту, которую руководитель организации ставит перед руководителем проекта. Чаще всего в наших проектах у нас совпадает, то есть я являюсь руководителем проекта, и я являюсь руководителем организации. Надеюсь, понятно. Так, про отчет. Открыла сайт, правильно? Не знаю, наверное. Про сайт Минюста, здесь к Славе, Вячеслав, ваш. Ну, сайт Минюста, он один. Спасибо за вебинар, спасибо за полезные советы. Вопросов больше нет, коллеги, или кто-то хочет задать еще вопросы? Ну, я надеюсь, что все было полезно. Значит, давайте так, в следующий четверг в это же время по нотариально заверенное. Ну, давайте мы с вами посмотрим, вот я сейчас открою для себя организация «Заявитель». И 14, пункт 14, ФИО руководителя организации. И вы пишете. Пункт 14.1. Должность руководителя организации. Вы туда вбиваете. Обязательно туда вбиваете именно того руководителя, который в сведении из ИГРЮ. Поэтому откройте, который будет, сравните, так это или нет. Если не так, значит, у вас какие-то несостыковочки, то, о чем говорил Леонид. Дальше, пункт 14.2. Лица, имеющие право подписи без доверенности. И вы указываете лица, имеющие, это будет тот же руководитель, который в пункте 14. Но также, да, и есть пункт, где лица, имеющие право подписи по доверенности. Это будут нотариально заверенное лицо, которому руководитель организации, прошу отметить, а не проекта, дал право подписывать заявку, потому что сам находится на Канарах, например. Понятно, да? Вот тогда только. Если будут какие-то вопросы, у вас есть на консультацию, у вас есть вот здесь прикрепленные наши все, и отдельно можно переговорить. А вообще это про заявку, это то последнее заявление, которое вы будете отправлять, подписывать и ставить печать. Если подписал Петр Петрович Петров вместо Ивана Ивановича и доверенности нет, мы эту заявочку на доработку, а потом ее уполномоченный к отклонению. Вот чем грозит несоответствие, когда руководитель организации не подписал, кому-то доверил и пошло-поехало. Не путайте, пожалуйста, с руководителем проекта, потому что в одной организации может быть 25 проектов и 25 руководителей. Никакой нотариальной для этой доверенности не нужно. И дальше, по организации заявителю. Включить микрофон надо, да? Лена Сергеева просит. У меня вопрос, да, здравствуйте. Здравствуйте. Ага, мы школа, ага, и как нам быть? Вот мы не можем, да? И мы находим некоммерческую организацию. Да, но тут несколько путей развития. У вас какая школа, какой район? Египет-Кангаласский. Проект какое направление примерно? С детьми работа неблагополучными семьями и их детьми. Неблагополучными семьями и детьми. Вы, пожалуйста, сейчас свой номер телефона отправьте сюда. Я его запишу. Леонид, зафиксируйте номер Елены.
Я Хорошо. вам отправлю номер куратора, или как мы называем, координатора по некоммерческим организациям Мегино-Кангаласского района. Мы в каждом районе есть такие люди, и здесь присутствуют в других районах. Мы вас тогда, Елена, соединим. Наша задача вам в кратчайшее вообще времени практически нет найти такую организацию, которая есть на территории Мегино-Кангаласского района. Понятно, да? Это первый путь. Второй путь. Может быть, вы не знаете, но у вашего родственника есть организация. Но понятно, что там должны быть цели и задачи совпадать. Именно дети, именно вот эти цели, именно для достижения вот этих задач. И еще один путь – это когда вы свой проект еще дорабатываете, вы вынашиваете его, но вы понимаете, что это долгосрочная история, и этой проблемой вы готовы заниматься, у вас есть команда, и у вас есть партнеры и соратники. Тогда есть путь для того, чтобы создать свою организацию и со временем подать проект. То есть есть два пути. От школы даже не подавать. В прошлом году тоже такие проекты были, они были все отклонены. Это лишнюю работу вы сейчас делаете. Для школы есть отдельные грантооператоры, нужно узнавать у Минобра, да? Возможно, Минобр проводит для школ. Есть такие грантооператоры, например, Потанин, фонд Потанина Владимира, он проводит конкурсы для музеев. Есть такой грантооператор, как фонд Елены Геннадия Тимченко. Они проводят конкурсы для реабилитационных центров несовершеннолетних, например. Детские дома могут заявляться и так далее. Но данные два конкурса, о которых мы ведем речь с вами уже в третий раз, это фонд президентских грантов и гранты главы Республики Саха-Якутия, только некоммерческие организации, которые учредителями которого не являются муниципальные или государственные органы власти. И в состав советов не входят, да, люди из вышеперечисленных. Елена, мы зафиксировали ваш номер, и тогда мы с вами вам отправим вот номер координатора. Или кураторы, ресурсные человечки мы их называем. В каждом районе такие человечки, слава богу, есть. Ну, коллеги, я надеюсь, что мы практически 2 часа с вами в эфире. Наверное, вы устали воспринимать, и мы чуть-чуть устали. Надеюсь, что все было понятно. Кто не успел посмотреть коллегам запись в YouTube, пожалуйста, регистрируйтесь на нашей карте, подписывайтесь на наши соцсети. Всем успехов в разработке проектов. Это творческий путь. Это вообще очень серьезный, веселый, интересный, позитивный труд, который обязательно воздастся, и вы получите грант, если проект эффективен, актуален, очень нужен здесь сейчас.